Так, уважаемые коллеги, сегодня к нам приехали представители ФАС, которые будут разъяснять порядок заключения госконтрактов, как проводить аукционные и какие внесены изменения в 44-й федеральный закон. Если у кого-то будут вопросы, будем задавать, обсуждать и на месте постараемся решить наши вопросы. К нам поступило письмо от руководства ФИН Республики Ингушетия о проведении семинара совещания по разъяснению федерального закона о контрактной системе в части проведения государственных закупок и практика применения Ингушского ФАС России 44-го закона о контрактной системе. Мы пошли навстречу, и на самом деле очень хорошая идея с руководства ФИНа, потому что нарушений очень много именно при проведении госзакупок со стороны заказчиков, и решили разъяснить свою практику. И мы думаем, что именно вот этот семинар послужит тому, что нарушения будут. Мы не говорим, что со стороны ФИНа там очень много нарушений, но все равно, если мы разъясним изменения федерального закона о контрактной системе, также расскажем про нашу практику, что для вас это будет полезно. В прошлом году у нас рассмотрено очень много жалоб, были на нарушения, привлечено в общем, если так посчитать, 500 должностных лиц к административной ответственности, и сумма наложенных штрафа более 7 миллионов. И все эти штрафы должностное лицо, вы должны понимать, что должностное лицо платит не с бюджета, а с своего кармана. И, соответственно, штрафы очень большие, там минимум, если считать, это 3000 и максимум 50 тысяч. Поэтому мы сегодня решили вам сказать именно нашу практику и изменения госзакупок. Большое внимание надо уделять документации и техзаданию. Когда вы, на самом деле, когда вы уже получили заявку на оказание услуг или поставку товара, вы должны обязательно уделить большое внимание на составление техзадания. Это очень важно, потому что, например, есть такая практика, когда вы нарушаете проект контракта, мы не вносим изменения и просто даем предписание внести изменения при заключении контракта. Соответственно, сроки заключения у вас остаются такими же. Если мы вносим изменения, у вас это все оттягивается, и получение этой услуги, получение этого товара, конечно, затягивается, и это может длиться до конца года. Поэтому, когда вы составляете техзадание, вы должны обращать внимание, чтобы техзадание соответствовало ГОСТу, а также соответствовало, не ограничивало количество участников, не приводило к ограничению конкуренции, или нельзя указывать конкретные производители, товарную марку, или нарушать ГОСТ. Смотрите, есть разъяснение ФАС, что обязательно техзадание должно соответствовать ГОСТу, но если у вас есть какие-то отклонения от ГОСТа, то вы обязательно должны это обосновать. На самом деле, мы должны их рассмотреть в течение 5 рабочих дней и выдать предписание в случае выявления нарушений. Несмотря на то, что этот жалобщик никогда не подаст заявку, что он не заинтересован, но поставлен закон так, что любой участник может обжаловать действия заказчика, соответственно, мы должны рассмотреть жалобы и в случае выявления нарушения выдать предписание. И штрафы очень большие. На самом деле штрафы, которые вам не нужны, и сам закон является антикоррупционным, и, соответственно, при согласовании или при переходе на другую работу очень может повлиять административное производство, которое возбуждено рассмотрено в отношении должностного лица, может повлиять. И хотел бы вначале указать, что аукционная документация, когда вы размещаете, обязательно вы должны, есть прямые контракты. На самом деле у нас это большое злоупотребление должностных лиц, когда нарушают лимит, и каждый штраф после нарушения лимита, даже если вы заключаете на 10 рублей, это 30 тысяч рублей. Поэтому есть установленный государственный лимит 2 миллиона или 10%. Раньше было 5%, сейчас сделали 10%. Соответственно, когда у вас небольшой бюджет,
например, если у вас бюджет 5 миллионов, вам выгоднее брать не 10%, а 2 миллиона. Если вы потратили 2 миллиона на прямые контракты, там по 93 статье, все остальное вы должны размещать через ЕИС, через госзакупки. И, как я сказал, что каждый контракт после 2 миллионов, если выбрали вот именно 2 миллиона, то это 30 тысяч, если больше 500 тысяч, если заключили, то 50 тысяч. На самом деле, самое грубое нарушение 44 в законе – это прямой контракт, который заключен без проведения процедуры и нарушения 93 статьи. И есть на самом деле очень много процедур, через которые можно размещать закупки. Это запрос котировок, запрос предложения, аукцион или открытый конкурс. Все они сейчас проводятся в электронной форме, все очень легко на сайте ЕИС госзакупки. Единая информационная автоматизированная система для госзакупок. Там размещаете извещение, если это аукцион, извещение висит 7 дней, после того, как наступил срок, окончания срока подачи заявок, вы смотрите через площадку, сколько заявок поступило, смотрите на соответствие телозадания аукционной документации, если все соответствуют, допускаете, если все, если есть участники, которые не соответствуют, их отклоняете, потом с победителями допускаете их к аукциону. И там на самом деле очень хорошая процедура, потому что если у вас там бюджет 10 миллионов, вы, если будете допускать всех участников, если у вас будет там открытые прозрачные закупки, вы можете сэкономить очень большую сумму. Я знаю больницы, которые экономят 30%. И на самом деле есть участники, которые очень сильно падают. Например, они там видят сумму 5 миллионов, поставка какого-то товара. Они думают, очень выгодная закупка, залезают, начинают снижают 25-30%, потом уже понимают, что себе убыток они не могут поставить. И получается так, что они отказываются от заключения контракта. Таких участников заказчик просто направляет в РМП, мы их закидываем в реестр недобросовестных поставщиков, и они 2 года уже не могут подавать заявку. Закон также предусматривает наказание для таких недобросовестных участников. Вы заключаете с ним контракт, и смотрите, исполнение очень важный момент. Просто это не наше, но все равно я вам вкратце расскажу про исполнение. Даже у вас была такая практика, когда исполняли контракт, данный контракт был исполнен не в соответствии с спецификацией. Что значит спецификация контракта? Это заявка, которая подана участнику. Участник, когда подает заявку, он, например, если вы закупаете хозяйственные товары, например, он обязательно должен конкретизировать товар. Если это, не знаю, если моющие средства, он должен обязательно указать, мыло такое-то, вес такой-то, количество такие, и должен конкретно указывать. И именно вот эта вся заявка переходит к спецификации контракта. И когда он исполняет контракт, он обязательно должен поставить то, что указал в заявке. Если он поставляет другой товар, это очень большие проблемы для должностных лиц, которые принимали составляли акт приемки и дали не знаю, завершить этот контракт, принимать товар. На самом деле очень большие проблемы, и у вас даже такая практика была, что на самом деле неприятный момент. Поэтому вы должны очень внимательно относиться именно к этому моменту, когда участник выиграл и получил спецификацию как заявку к контракту, вы обязательно должны при поставке товара проверить. Там же все легко, поднимаете заявку, спецификацию и сравниваете товар. Сравнили, если все соответствует, подписываете, если нет, у вас есть полномочия вернуть товар. Если, например, участник отказывается, вы ему даете 10 дней на исправление ошибки. Если он через 10 дней не справляется, просто вы направляете нам его в РМП, ваш контракт расторгается в одностороннем порядке, вы нам направляете в РМП, мы его закидываем в РМП, и 2 года он не может участвовать. Все очень легко и просто необходимо соблюдать нормы закона. В первом случае вы закидываете, да? И в последнее время очень много стало поступает к нам обращений со стороны заказчиков. И в прошлом году мы уже внесли 6 хозяйственных субъектов
и они 2 года уже не могут ждать. На самом деле, это если фирма только вновь созданная, это небольшая проблема. Но если у фирмы есть лицензии, если у фирмы есть там СРО для участия там, в строительных подрядах, то это очень большая проблема для этого участника, потому что 2 года он уже не может участвовать, и за все эти СРО, за все он должен платить. Поэтому участник тоже, я думаю, не должен рисковать, и тем более заказчик не должен идти, там, не знаю, на, там, можно сказать, даже на угрозы со стороны участников, если там они говорят, что мы отправим вас, или там направим жалобу, пускай направляют, и вы можете прийти к нам на рассмотрение, отстоять свою позицию, и если жалоба не соответствует, не обоснована, мы просто направляем решение и все. При проведении закупок поступили изменения с 1 апреля. Для заказчика очень стало легко заключать там, проводить запрос котировок. До 3 миллионов они могут, если у заказчика небольшой бюджет, то он может до 3 миллионов просто взять, разместить там закупку, запрос котировок. И в течение там, 4 дней висит закупка, и в течение 2 дней он заключает. Если срочная необходимость, я думаю, данная процедура очень полезна для заказчика. Также вступили изменения, что с единственным поставщиком до 3 миллионов можно заключить контракт, но надо разместить эту закупку на ЕИС, сам контракт надо разместить и протокол, ну, как бы заключение этого контракта. Но смотрите, очень важный момент, что эти 3 миллиона попадают в ваш лимит, который установлен, годовой лимит. Да. Поэтому тут тоже не разгонишься, если честно. Если у вас вопросы есть. И по плану графика, смотрите, тоже очень важный момент. План график, чтобы вы понимали, план график это план, который вы составляете по бюджету, по лимитам, которые вам выделены на 2021 год. Если составляете на 2021 год план график, вы там расписываете, вот, сколько у вас контрактов будет по 93-й статистике с поставщиком, где мы говорили эти 2 миллиона, где у вас будет аукцион, где будет запрос котировок, где будет там открытый конкурс. И вот все это распределяете. И в течение года, как вы указали план графика, вы должны именно размещать свои закупки в соответствии с этим планом графика. И сейчас, раньше такого не было, в последнее время появилась такая, внесли изменения в ЕИС, и получается, что если у вас не размещен план график, соответственно, у вас изучение не формируется. Поэтому очень важный момент тоже размещение вовремя. И также хотел бы заметить, что утверждение плана графика в течение 10 дней тоже очень важно. Это казначейское нарушение, там 20 тысяч тоже. И если как вам утвердили лимиты, в течение 10 дней вы должны обязательно утвердить план графика. Но за размещение пока статистики нету, но за утверждение есть. Если у вас вопросы есть, мы ответим вам. Приемная комиссия и единая комиссия по рассмотрению заявок. По приемочной комиссии вы очень подробно разъяснили и ответили. Вот я хотел бы услышать именно из уст специалиста по единой комиссии, которая рассматривает заявки, полномочия, и вот как разграничение их полномочий между единой комиссией и приемочной комиссией. Да, для некоторых это азбучные истины, просто я хотел, чтобы вот наш весь состав, все наши сотрудники из уст специалиста услышали бы это. Приемочная комиссия, это, как все понимаете, как я ранее сказал, принимает товар, расписывается и проверяет на соответствие, спецификации, поставленный товар, проверяет и принимает товар. Есть комиссия по рассмотрению заявок. Очень интересный момент, когда комиссия, когда поступают заявки, проверяет именно комиссия по рассмотрению заявок, проверяет заявки на соответствие заданию и аукционной документации. Например, как я ранее сказал, кто-то написал, что он поставит такие-то товары, но у вас есть задания, которые вы расписали в аукционной документации. Он, например, написали, надо поставить мыло, он говорит, я поставлю, там, не знаю, щетку. На самом деле он не соответствует, его надо понять. Но если вы написали мыло, он поставляет мыло, вы его допускаете. Необоснованные отклонения – это штраф 30 тысяч на каждого члена комиссии. Поэтому очень важный момент. И смотрите, какой момент. Когда поступают заявки,
есть, например, некоторые заказчики, которые там ну, необоснованно отклоняют, придумывают какие-то причины, и потом пытаются нам объяснить, что он указал там не тот товар. На самом деле у нас в прошлом году очень много штрафов за необоснованное отклонение заявок. Но сейчас, после вступления изменения, есть статья 1928 привлечение по административной ответственности юрлицо за дачу взяток интересам юрлица. Если он привлекался, его надо отклонять. Допустили, получаете штраф. Также РМП. Если, например, участник находился в РМП, у вас требования стоят, что нельзя его допускать в случае нахождения в РМП, то в этом случае тоже опять же штраф. И самое интересное, смотрите, никакого результата нету. Поступает жалоба в ФАС, мы рассматриваем, даем предписание пересмотреть протоколы, или там допустить его, или отклонить его. Получается, вы получаете штраф по 30 тысяч, в то же время мы даем предписание, полностью вносим изменения, и получается, этот же участник обратно заходит в аукцион или его надо отклонять. Поэтому надо очень внимательно смотреть за этим, именно вот эти моменты, когда... И также мой совет вам, не надо усложнять техздание. Вот у нас как получается, иногда заказчик приходит и настолько усложняет инструкцию и задания, когда он его отклоняет, и мы говорим, за что вы отклонили, он сам не может объяснить. Что у него вот это не более, не менее значит, или там, почему он его отклонил, или там, как не соответствует товар тем требованиям, которые они там установили. Усложнять все это не надо. Надо просто, и самое интересное, что если вы не усложняете те задания, у вас экономия. Там, если будет там 3-4 участника, эти 3-4 участника сыграют на аукционе, и даже если 10% будет экономия, это экономия для вашего там управления, за их деньги вы можете закупить дополнительно себе товар. Поэтому на самом деле проведение этих закупок очень полезно для бюджета, и если будет экономия, у вас будет намного больше денег, чтобы купить дополнительные товары там, и чтобы вам оказали дополнительные услуги. Да, я хотел бы дополнить для нашей комиссии, единой комиссии. У вас одна комиссия, да, получается? Да. И приемочная, и... Нет. Единая отдельно, аукционные котировки, конкурсы. Приемочная отдельно. Вот Азрал у нас председатель комиссии. Азрал с нашей историей, с 15-16 года не было решения ФАСа, что мы недобросовестно, точнее незаконно отклонили заявку. Поэтому я сказал, очень мало жалоб на самом деле. Да, этот момент у нас есть. Ну, в этом году у вас, конечно, без жалоб не бывает, но я думаю, если вы сможете обосновать, то тут никаких проблем не будет. Если участник звонит, говорите, что вот есть техзадание, есть аукционная документация, в соответствии с аукционной документацией техзадания подавайте заявку, и мы рассмотрим вашу заявку в соответствии с законодательством. Все. Больше с ними разговаривать, там доказывать, ничего не надо. Не согласны, обращайтесь в ФАС. Да. Если вы не согласны, обращайтесь в ФАС или другие структуры, которые дадут оценку нашим действиям. Это работа по капитальному ремонту. Смета обычно выдается в гранд-смете с НДС. Победитель является неплательщиком НДС по упрощенной системе налогообложения. Менять ли смету, высчитывать ли эти 20% в минус, добавлять ли работу, вот этот момент. Но мы для себя установили, что работу мы не добавляем, 20% сумму контракта мы не уменьшаем, в связи с тем, что была подана заявка, и участник ориентировался на эту цену. С этим у нас практика уже сложилась, мы разобрались. А если заключается договор по пункту 4, получается, что мы заведомо знаем, является ли плательщиком, в нашем случае подрядчик, является ли он плательщиком НДС или нет, включать туда НДС или нет. На самом деле там большая и судебная практика. Некоторые судьи говорят, что надо включать, некоторые говорят, не надо включать, но, по-моему, позиция ФАСа, что возможно включение с НДС, потому что из того, что кто-то работает с НДС, то получается, если вы определили начальную максимальную цену, вы даже его не можете снизить. Да, мы тоже из этого исходим. У нас такая практика была, когда, смотрите, есть государственная экспертиза, и цена проходит через государственную экспертизу, да?
и у заказчика нет полномочий снижать цену и там какие-то товары выбирать или как-то снижать эту цену. Поэтому наша позиция такая. Да, мы тоже свою позицию придерживаемся. На этом у нас все. Дәрес Колшан. Это Бокшин был Берхихол. Я думаю, наше семинар совещание, в котором сегодня в любое время обращайтесь к нам, мы можем рассказать всегда практику, и я думаю, сегодняшняя наша встреча была полезна для вас. Это Бокшин.